Четвертая причина путаницы в фетвах — это не обращение внимания на основы в смысле того, что если бы алим думал разумом знатока основ мусульманского права, то это зрелое мышление стало преградой между ним и впадением в фетвы, от которых смеется даже женщина, находящаяся в горе. Фетвы, над которыми люди насмехаются, пример этому день рождения пророка, мир ему и благословение Аллаха. Фетва, в которой говорится, что мавлид — это новшество, что празднование мавлида — это новшество. Слово «празднование» что означает? Во-первых, они останавливаются перед словом «мавлид», то есть перед словом «праздник дня рождения». Праздник дня рождения пророка, мир ему и благословение Аллаха. Праздник? Нет. У нас только два праздника. Остановились у слова «праздник». Во-первых, слово «аид» у него шариатское и языковое значение. Языковое значение этого слова — возвращение, повторение, в том смысле, что это повторяется каждый год. Шариатское значение этого слова, что это время, обособленное шариатскими постановлениями, касающееся только этого дня. Например, праздник разговения. В нем установлен праздничный намаз. Запрещен пост. Установлена милостыня разговения. Праздник жертвоприношения. В нем установлено жертвоприношение. Запрещен пост. В нем есть шариатские постановления, касающиеся только его, в то время как день рождения пророка, мир ему и благословение Аллаха, не таково. День рождения пророка, мир ему и благословение Аллаха, это празднование, напоминание людям о пророке, мир ему и благословение Аллаха, о его качествах, нравах, о его жизнеописании. Это не связано с аидом в его шариатском значении. Это первое. Второе. Что такое маулид ан-набави? Разумный богослов, я это говорю не потому, что это я так считаю. Нет, это 4 мазхаба и большинство ученых исламской уммы на дозволенности празднования маулида. То есть, если ты посмотришь на маулид после его возникновения и на ученых богословов, то 90 из 100% и даже больше ты найдешь на дозволенности его. Почему? Потому что они посмотрели на него. Что такое маулид ан-набави? Это собрание. Такой-то шейх позвал нас в свой дом для празднования дня рождения пророка, мир ему и благословение Аллаха. Добрались мы до дома, кто-то прочитал Коран, второй прочитал стихи, восхваляющие пророка, мир ему и благословение Аллаха. Потом хозяин дома встал и почтил присутствующих едой. Так это чтение Корана, сиры пророка, мир ему и благословение Аллаха, угощение едой, распространение салама. Нет ничего лучше и сладостнее его. Почему мы это запрещаем? Мы запретим чтение Корана, или мы запретим чтение жизнеописания пророка, мир ему и благословение Аллаха, или же мы запретим восхваление пророка, мир ему и благословение, или же мы запретим угощение людей и распространение салама. Что мы запрещаем? Что меня, как человека, смотрящего на вопрос, состоящего из 5 вещей, каждая из которых по отдельности является достоинством, каждая из которых по отдельности является сунной, заставляет запрещать это? В нем одна сунна собралась за другой. Как это может быть новшеством? С каким разумом, с какой логикой? Но все же вместе этим всем. Это безрассудство в фетвах. Не проблема, если ты как человек выберешь себе позицию. Не проблема, если ты как человек выберешь себе позицию, что запрещено, если хочешь. Но не делай из этого беду, свалившуюся на мусульман. Не придет для нас месяц Рабиуль-Ауаль, кроме как мы увидим распространяющиеся в телевизорах, на радио, в Фейсбуке тысячи фетв, как будто мы перед большим порицаемым и бедой, постигающий мусульман. Что это за беда? Вспоминание пророка, мир ему и благословение Аллаха. На самом деле, положение огорчает и указывает на присутствие большого недостатка в мышлении, в научном и правовом образовании тех, кто это говорит.